Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Сегодня наш гость – министр физической культуры и спорта Якутии Иннокентий Григорьев. Иннокентий Юрьевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Наконец-то в республике возобновились спортивные мероприятия. Одним из крупных и ожидаемых соревнований является первенство и чемпионат России по кикбоксингу в апреле текущего года. Расскажите, пожалуйста, как идет подготовка? Да, действительно, с 5 по 11 апреля в городе Якутске мы ожидаем проведения чемпионата России и первенства России по кикбоксингу в разделе К1. Это знаковое событие, потому что 30 лет тому назад у нас наш земляк Александр Иванов на чемпионате мира в Лондоне выиграл звание чемпиона мира, одним из первых из Советского Союза. И этот чемпионат посвящается именно этой дате. Ну и проходит как раз 30 лет создания первой федерации нашей республики. Так, организационный комитет у нас возглавляет Сергей Васильевич Местников, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия. Имеется у нас 17 рабочих комиссий. Организационный комитет работает в штатном режиме. Идет подготовка мест проведения, мест размещения участников. Идет согласование наградной атрибутики, сувенирной продукции. Ну, в целом идет такая рабочая обстановка по подготовке к чемпионату и первенству России по кикбоксингу. Все-таки последствия пандемии мы ощущаем до сих пор. Скажите, какие изменения были внесены в положение 21-й спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары? Будут ли ограничения по количеству спортсменов и, самое главное, по количеству зрителей? Ну да, совершенно верно. Пандемия внесла ряд своих изменений во все отрасли, в том числе и в нашу спортивную отрасль. Поэтому предстоящие игры Манчары у нас тоже произошли изменения в нашем положении. Если мы должны были проводить игры уже начиная с этого года, должны были проводить квалификационные и отборочные соревнования, то пандемия вмешалась, и мы сегодня внесли изменения в наше положение спортивных игр Манчары и будем проводить уже в усеченном варианте. Мы сократили количество команд, сократили проведение отборочных и квалификационных соревнований. Сейчас муниципальные районы команда проведут свой отбор у себя в районе и сразу сформируют сборные команды и будут принимать участие на финальной части. Уже известно, сколько будут объектов задействованы и какие это будут объекты? Ну да, по традиции у нас, конечно, будут задействованы все лучшие спортивные объекты муниципального района, райцентра Бельдигостях. У нас для этой цели строится новый спортивный комплекс, многофункциональный спортивный комплекс. Также обновляется, идет реконструкция стадиона, строится стрелковый тир с общежитием, обновлены и завершилась уже реконструкция ипподрома, строится спортивная площадка. Вот все они примут наши игры Манчары. Очень хочется спросить вас, скажите, как идет реализация национального проекта «Демография», федерального проекта «Спорт. Норма жизни» у нас в регионе? Да, национальный проект в составе национального проекта «Демография. Спорт. Норма жизни» у нас реализуется в плановом режиме. С 19 по 23 год у нас будет привлечена сумма порядка 1 миллиард 600 миллионов рублей за счет федеральных средств. Строятся спортивные объекты. 2 объекта мы в 2019 году уже завершили. Это плавательный бассейн в поселке Жатай и спортивный зал в селе Антоновка Нербинского района. Также в этом году, в 2020 году мы завершили также строительство 2 спортивных объектов. Это плавательный бассейн с универсальным спортивным залом в поселке Нижний Бесях Мегано-Кангаласского района. И сейчас также завершился вот тот спортивный комплекс, про который мы говорили, про игры Манчары. Это многофункциональный спортивный комплекс в селе Бельдигостях. Вот объект у нас состоялся 30 декабря. Торжественное открытие объекта мы планируем где-то в середине февраля. Ну, кроме этого, у нас идет большая поддержка муниципальных районов в части строительства спортивных
объектов по подготовке к сдаче норм ГТО. Это обеспечение уличными тренажерами наших муниципальных районов. На сегодня мы уже более 20 муниципальных районов обеспечили инвентарем оборудованием для сдачи ГТО. В плановом порядке мы ожидаем еще 14 муниципальных районов обеспечить инвентарем оборудованием для сдачи ГТО. На прошлой неделе председатель правительства Якутии в онлайн-режиме встретился с представителями спортивных федераций республики. Расскажите, что интересного было на встрече, какие вопросы обсуждали и, может быть, какие-то важные и нужные для жителей республики решения были приняты. Да, встреча с Андреем Владимировичем Тарасенко, председателем правительства и общественных организаций спортивных федераций, прошла в очень хорошем режиме. Я думаю, это будет такая знаковая и плодотворная встреча. Андрей Владимирович ознакомился с работой наших спортивных федераций. Очень заинтересованный разговор шел как от федерации, так и со стороны председателя правительства республики. Я думаю, эта встреча послужит для дальнейшего выстраивания отношений государства и общественных организаций в части развития физической культуры спорта и развития отдельных видов спорта. Много было высказано предложений по взаимоотношению между властью и общественными организациями. Были озвучены предложения о том, что нужно строить больше спортивных объектов, центров волейбола, центров дзюдо, самбо. Также были высказаны пожелания, чтобы была учреждена грантовая поддержка общественных организаций. В целом мы получили тоже указания от председателя правительства обновить все имеющиеся наши ресурсы для того, чтобы был взаимовыгодный контакт и взаимовыгодная работа между федерациями и Министерством спорта Республики Саха-Якутия. В частности, я могу сказать, в нашей республике работает 99 спортивных общественных объединений, из них 67 спортивных федераций. Большинство из них имеет спортивную аккредитацию в нашем министерстве и федеральном министерстве. Ведется работа по подготовке спортсменов высокого класса, судей спортивных, присвоение спортивных разрядов. В целом каждая федерация, спортивная общественная организация должна иметь программы развития вида спорта. Несмотря на то, что пандемия продолжается, ограничения потихонечку ослабляют и даже некоторые границы открывают. Скажите, наши якутские спортсмены принимают ли сейчас участие в каких-то международных состязаниях, выезжают ли на какие-то сборы именно за границу? Ну, вы правильно заметили, спортивная жизнь никогда не останавливалась. Даже в период пандемии мы в закрытом режиме проводили учебно-тренировочные мероприятия. Все наши спортсмены, ведущие спортсмены, члены сборной команды страны проводили свои тренировки. Ну и продолжают успешно выступать пока, скажем, на российских соревнованиях. Идет отбор на состав сборной команды страны. Очень удачно, буквально вот на днях завершились соревнования среди лучников, которые проходят в городе Орле.
наша команда выступила очень удачно, очень много чемпионов, серебряных и бронзовых призеров. Ну, кроме того, мы принимаем участие в дальневосточных соревнованиях, и в этом направлении тоже имеем очень неплохие успехи во всех соревнованиях, в которых мы приняли в этом году. Но вот кроме чемпионата по кикбоксингу, какие-то еще значимые и масштабные спортивные мероприятия в нашей республике ожидаются ли? Но самое ожидаемое в этом году, конечно, это Олимпийские игры, сурдоолимпийские и паралимпийские игры, которые пройдут знаковыми событиями в этом году. Ну и также наша Якутская Олимпиада, это игры Манчары, которые пройдут в Бетигостях в июле месяце. Но также у нас, конечно, как мы отметили, чемпионат России, первенство России по кикбоксингу в разделе К1. Это тоже знаковое событие. Ну и много наших внутренних соревнований, которые тоже как бы являются знаковыми и отборочными для выступления на дальневосточных и российских соревнованиях. Если не секрет, есть ли в этом году какие-то планы по развитию тех видов спорта, которым, скажем так, в последнее время не уделялось должного внимания? Ну, я бы не сказал так, что какому-то виду спорта не уделялось внимания. В принципе, может быть, по каким-то объективным причинам не было пристального внимания по финансовой части и так далее. Но сегодня, я думаю, та встреча, которая прошла с Андреем Владимировичем Тарасенко, председателем правительства Республики Саха-Якутия, обнадеживает наши федерации на более тесный контакт с властью. Самое главное, мы поняли, что люди хотят работать, есть очень много мнений, идей, есть много направлений, которые впервые открываются в нашей республике. Поэтому мы их будем поддерживать и будем работать на развитие любого вида спорта. Ну что ж, хочется пожелать всем нашим спортсменам ярчайших побед. Иннокентий Юрьевич, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Спасибо, до свидания. Это была программа «Актуальное интервью». И гостем нашей программы был министр физической культуры и спорта Якутии Иннокентий Григорьев. Берегите себя и своих близких. Обязательно носите маски, соблюдайте дистанцию в общественных местах и не забывайте дезинфицировать руки. До встречи в эфире.